Аԥснатәылахьчара министрраҿы Аҟәа Хақәитә-Рамшь иазкны имҩаԥгаз агәырӷьаратәи еилатәара далахәын атәыла хада арбиџьармычқәа ркомандаҟаҵаҩ хада Аслан Бжьаниа. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия, личный состав Министерства обороны занимается по распорядку дня. Министр обороны генерал-полковник Анович. Приветствую. Вольно. Анаҩс аилатәарақәа рзалаҟны иацҵан аныҳәа згәаҭара. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия, указанная категория военнослужащих гражданского персонала, приглашенная на торжественное собрание, посвященное 28-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии, собраны. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Сижбов. Атәылахьчара министрраҿы имҩаԥгаз аныҳәатәи еилатәара убасгьы далахәын аахыҵ Уаԥстәыла атәылахьчара министр Ибрагим Гасеев аибашьра аветеранцәа. Аруаа аныҳәа рыдиныҳәалеит атәылахьчара министр Владимир Ануа. Аҩызцәа, солдатцәа, асержантцәа, астаршинцәа, прапорщикцәа, офицерцәа, генералцәа, ҳаҭыр зқәу ветеранцәа, ҳаҭыр зқәу асасцәа. Арҭ амшқәа рзы Аԥсны иазгәарҭоит зқьыԥшьыни жәижәаха шықәсазы Аԥсны жәлар рџьынтәтәи еибашьра иагаз аиааира амш. Зқьыԥшьыни жәижәаҩа шықәсазы нанҳәамза аԥсуа жәлар дырхысырц аҳәаа дхыҵны ҳадгьыл ашьа каршуа дықәлеит аӷа. Аԥсны иқәынхоз ажәларқәа аӡәк еиԥш аӷа иҿагылеит. Нхыҵ Кавказ Республикатә рҟынтәи ҳашьцәа, ауааԥсаа, алада Урыстәылантәи аказақцәа, Совет Еидгыла уаанӡатәи атәылақәа рҟынтәи ҳаиашьара еилызкааз аҳәынҭқарратәи адиаспора рхаҭарнакцәа иааины иҳавагылеит. Иахьа ҳара иаҳгәалаҳаршәоит иахьатәи амш лаша заазгаз зегьы ҳхырхәоит урҭ афырхацәа зааӡаз рҿаԥхьа. Ҳаҭыр зқәу аветеранцәа гәык-ԥсык ала иааны ҳаԥсадгьыл ҳахьчаразы реиҳа иуадаҩыз аамҭақәа рзы иҳавагылаз зегьы иахьа аиааира мшы ҳахьицаԥыло иҳанаҭоит агәахәара дуӡӡа. Ҳаҭыр зқәу Аԥсны атәылауаа, аасҭәазшәа, гәык ала ишәыдысныҳәалоит жәлар зегьы еицырзеиԥшу ари аныҳәа ду. Ибзеиӷьасшьоит агәабзиара, агәамч, анасыԥ. Зегьы ирыцкны илашазааит уаҵәтәи амш, ицқьазааит шәыжәҩан. Ныҳәамш аиааира амш шәыгымзааит. Дорогие товарищи, в эти дни сентябрьские дня жители многонациональной Абхазии, воины вооруженных сил, братские народы, многочисленная абхазская диаспора ближнего и дальнего зарубежья отмечают светлый радостный праздник – День Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. Без малого 28 лет отделяют нас от того сентябрьского дня 1993 года, когда на государственной границе у реки Ингур наши доблестные войска водрузили знамя победы. В далеком августе 1992 году враг принес на земле Абхазии огонь и смерть. Мирные жители испытали всю тяжесть грузинской оккупации, пытки и издевательства, разделение людей по признаку национальной принадлежности. Весь народ Абхазии поднялся на Отечественную войну. Невероятно тяжкой и кропотливой оказалась дорога победы. Мы выстояли и победили, потому что сражались за правое дело. Победа над врагом была одержана совместно с добровольцами из республик Северного Кавказа, Южной Осетии, Приднестровья, казаками Юга России и стран бывшего Союза, представители зарубежной диаспоры. Решающий вклад в победу внес наш народ и его вооруженные силы. Сегодня мы чествуем героические поколения победителей, прошедших дорогами войны, тех, кто своим стойкостью и беззаветным мужеством, кровью своей завоевали свободу и независимость Абхазии. Тех, кто не вернулся с фронта, кто принял на себе страшный удар, кто грудью отстоял страну, пал смертью храбрых на полях сражения. Мы склоняем свои головы перед родителями, воспитавшие достойных сынов и дочерей, которые не пожалели жизнь ради своей Родины.
Светлую память храним мы, основоположники современного абхазского государства, первым президентом, главнокомандующим вооруженными силами, руководитель-освободителя войн Владислава Григорьевича Ардзинба. Мы бережно храним память о втором президенте, главнокомандующем вооруженными силами Сергея Васильевича Багапши, под руководством которого была восстановлена территориальная целостность абхазского государства и его независимость международного признания. Два наших лидера сумели сделать все от них зависящее, чтобы вековая мечта абхазского народа осуществилась. Прошу вас почтить память о наших боевых друзьях и соратниках, о наших полководцах и лидерах минуты молчания. Уважаемые товарищи, День Победы навечно останется символом беспримерного героизма, самоотверженности и верности Родине. Мы бережно храним и передаем память о событиях Отечественной войны младшему поколению. Наша молодежь проникается гордостью за свою страну. Сегодня тысячи военнослужащих абхазской армии честью исполняют свой долг, неся службу по защите Отечества. Мы уверены, что нынешнее и следующее поколение будут достойно продолжать традиции верности народу, интересам государства и его истории. Уважаемые граждане Республики Абхазия, дорогие гости, примите искреннее поздравление с этим поистине великим всенародным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба. С праздником, с Днем Победы! أروع أدرد نحول بسنقدا أصلا بجنيه إزبيتي أيايرة أزجاز خشتر شركمته. Товарищи офицеры, в истории нашей страны есть много дат, которые сыграли решающую роль в сохранении и становлении нашего государства. Безусловно, главное из них – это День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Нет семьи в Абхазии, которую бы не коснулись горе и лишения, вызванные войной, что унесла так много жизней достойнейших сыновей и дочерей Абхазии. Все было против нас. Мировое сообщество, открыто поддерживая Грузию, отказывало нам в праве высказывать нашу позицию. Мобилизовав все силы, встав как один во главе с лидером национально-освободительного движения Владиславом Григорьевичем Ардзинба, наш народ смог сломить врага и преодолеть все преграды. В тяжелейших условиях, в кратчайшие сроки мы смогли создать эффективное военное правительство и армию. Вооруженные силы Республики Абхазия проявили себя как организованная структура, способная решать любые военные задачи, как на земле, так и в воздухе и на воде. Несмотря на трагические итоги некоторых военных операций, военное командование нашей армии смогло перегруппировать силы и нанести врагу сокрушительный удар. Особую роль в спасении нашего народа от полного уничтожения сыграли братские народы Северного Кавказа, добровольцы из России, соотечественники из Турции, Иордании, Сирии и других стран. Мы никогда не забудем их вклад в нашу независимость. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность всему составу Министерства обороны Республики Абхазия, сказать спасибо за победу и мирное небо всем ветеранам, поблагодарить за службу всех солдат и офицеров. Хотел бы добрым именем вспомнить всех, кто руководил Министерством обороны, наших легендарных военачальников. К сожалению, кое-кого нет в живых. Мы сегодня имеем счастье приветствовать вместе с нами выдающегося военачальника Мераба Борисовича Кишмаря. Сохранение единства наших действий в вопросах безопасности является вопросом величайшей важности. И руководство страны, народ Абхазии будут над этим работать. С наступающим Днем Победы! أبسلخدا أصلا بجنيه يوسف قيناكور شنا آخذ وبسطولة طولك شرع مينيستر إبراهيم قسيف يانشان أفرخاتر أوردين. أنوحا حترز أبسلخدا أصلا بجنيه يزبم تيناكور شنا أطولك شرع مينيستر أفيسار شجوخيوك أبهارت حامتك وأرانشان أيلة رجدوك قلت آخذ وبسطولة طولك شرع مينيستر إبراهيم قسيف.
Уважаемый президент Республики Абхазия, уважаемый министр обороны, уважаемые друзья, позвольте поздравить вас с Днем Победы в Отечественной войне. От имени президента Республики Южная Осетия и от всего народа Республики Южная Осетия желаю процветания, мира, благополучия, всего самого наилучшего, чтобы Абхазия процветала. А мы в Абхазию будем приезжать только на различные мероприятия. В этом году по решению президента Республики Абхазия и президента Республики Южная Осетия наши военнослужащие будут принимать участие на совместных учениях. Это вот на таких учениях, что мы проводили, друг к другу приезжали. Спасибо огромное. И, уважаемый президент, эту награду я буду нести с гордостью и честью. Огромное спасибо за награду. Ибрагим Гасеев убасги Агвалар Шагат Ханта обснатулах чара министр Владимир Анва и нападжа иитейт. Арва адрыдна холетатулах чараваан затпия министр обснафархата Мираб Кишмария. Я хотел бы историю войны коротко сказать. Здесь есть и те министры, которые, как Ахметович, Султан Састанов, Бар и другие, которые руководители. Мы всегда говорим, и вы говорите всегда, когда собираемся, о тех заслугах, которые действительно было сделано. В войне последнего наступления, вот я это прекрасно помню, как это было спланировано и как было сделано. Очень путанно запускает историю, как началось последнее наступление. Хотя говорим и говорим, одно и то же, и претензии есть с нашей стороны. В сентябре месяце я был приглашен главнокомандующим в 1993 году, вы помните. И был там план составлен. Ахметович, Курси и другие ЦУГБы. Как-то было спланировано и привело это к победе. Там было обговорено с главнокомандующим, что Восточный фронт в 6 утра начинает, а вы историю путаницы создаете, смотрит молодежь, смотрит народ, смотрят родители погибших в первые часы. Есть претензии к этому. Это сегодня не разбор этого, но надо как-то реально говорить. Как оно было, как это. В 6 утра Восточный фронт пошел, и в 14 часов Гумистинский, правильно? До этого, да, разведчики, спецы, в том числе в этом. А до этого, что было, как-то надо говорить, что июльская операция, это была такая вот решающая, которая спланировалась дальнейшая победа, правильно? Мы забываем тех наблюдателей, которых мы потеряли в конце, в начале, до сих пор не найдены. Об этом молчим. Много вопросов, но это не суть дела. Суть дела, что победа есть, но надо помнить тех людей, которых мы потеряли. Вообще план был так составлен, что начало последнего наступления узкий круг только знал. И что и привело к победе. В том числе те наблюдатели, которые были, они не в курсе были. В том числе российские наблюдатели, которые контролировали, они тоже не поняли, к чему мы идем и как было это сделано. Мне была поставлена в 6 утра, и вот как главком поставил задачу. И в 14 то так, держись, надо отвлечь на себя и взять на себя всю ответственность, чтобы блокадный город ворчал, не выдержал и пошел. Правильно, правильно, правду надо говорить. Надо помнить тех людей, которые действительно, столько ребят погибло, столько. И труд таких полководцев, как Султана, Двара, Дивика Муговича, Гена Чанба, Виталий Гасмыр и других ребят. Кое-кому кажется, это он в прошлом. Как один сказал, Кишмари уже в прошлом. Да я, может быть, в прошлом, но народ, мы должны помнить тех ребят, действительно, которые сложили головы. Те, которые отдали жизнь. Тот вертолет, который Вячеслав Ахметович, наш друг Миша, пилотом был, с Афгана, я его знал в курсе. Дети, которые погибли там, женщины. Все это сразу не получилось, победа, как бы что не было, да, много разговоров, что подставы были, это были не организованы, это, как бы что не было. Люди погибали, люди шли к победе, люди отдавали жизнь. Я благодарен летчикам, которые, невзирая ни на что, прилетая в Восточный фронт, выбрасывали боеприпасы, мы этими боеприпасами к чему-то шли. Не имели боеприпасы восточных,
шли в бой, добывали там, дальше продолжали. Я помню лицо Вовану, я помню Гомбе, я помню тамульских ребят, которые некоторые возмущаются, когда говоришь, что прошли. Ануар, Ху. Я помню беслоховцев. Я помню ваших родителей, некоторые, которые нет живых. Я помню, как собирали кости. Я помню, как июльская операция, 76 гробов стоят вот так, и перед всеми надо было отвечать. Я помню кварченцев. Я вам уже говорил. Заходит женщина, держит ребенка. Отправьте мне в Гудауту. Я говорю, что случилось? Ну, еле-еле разговариваю. Думаю, ребенку посмотрю. Мертвого ребенка держит, слушай. Вот такие случаи были. Она даже не поняла, что с голоду умерла ребенок. Своим ходом я поехал по команде Арзами в Гудауту. Амкап знает, он тогда первым встретил меня. Вот там он нам поставил задачу. Вот так, нет, так получится так. Разделение Абхазии было. Составлен план с их стороны. Мужество и героизм, который проявили наши ребята. Спасибо вам огромное, что вы выдержали этот натиск. У места, то, что сделала во время войны, это выдержать такой натиск, взяв пол Абхазии, прийти к месте и в Гудаутское направление, что сделал, это история еще будет изучать. Меня как-то Аслан Бжани, когда принимал президент наш, еще год не изучено. Я очень благодарен ему, то, что он уважает, ценит труд и выбирает, оценивает как положено. То, что которая встреча была, во сколько было, некоторые путают, 28-29. 29 у нас встреча была. Колоком поставил задачу, Арзам мне, министр обороны Слонин позвонил, дальнейшее передвижение войск до границы, ведение боевых действий поручено вам. И были присланы ребята, которые наблюдали за мной, они прекрасно помнят. Мы бегом не прошли, мы с боем дошли до Ингура, по дороге теряли людей, убивали местных населения. Вот очень вчера в вокзалах, вот женщина, памятник стоит, сожгли живую. Эти звери, которые трубы совали женщин, детей и заваривали. А что может? Успешно дошли до Ингур. Кто пришел первый, как пришел, я не буду это судить. Факт то, что поставленную задачу главком мы выполнили. Я могу долго говорить каждую операцию, я помню, как это проходило, как бы это что. Мы должны помнить этих зонтарьевцев, ребят, и других, и других, и других. Министром МВД быть во время войны, это не так легко. Министром обороны тем более. Все структуры, где работают, где слаженно будет действовать, всегда будет победа. Ждем победы вас еще раз. Спасибо, Аслан Георгиевич, что вы пришли вот сюда поздравить. Уважаемый главнокомандующий, уважаемые министры Южной Осетии, министр обороны Республики Абхазия, уважаемые присутствующие, товарищи, военнослужащие Вооруженных сил Республики Абхазия, разрешите мне тоже присоединиться к поздравлениям, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия. Здесь эмоциональное выступление нашего уважаемого министра имеет под собой, конечно, основания. Война – это самое страшное, что может быть для народа. Тем более, когда она навязана. Абхазия не хотела этой войны. У каждого народа есть праздники. Ну, и, безусловно, у абхазского народа тоже. Их много. Дай Бог, чтобы было больше. Но самым священным праздником для нас является день 30 сентября 1993 года, когда разгромили войска Госсовета и был сорван план по осуществлению геноцида над абхазским народом. Сейчас некоторые говорят, зачем так часто вспоминать войну, историю, зачем тревожить сердца людей, матерей, которых потеряли своих сыновей. Отчасти это правильно. Но тем не менее, память наша должна быть сильнее времени, дабы помнить имена достойных, которые сложили свои головы и принесли нам эту победу.
Всем вечная память. Низкий поклон их матерям. Большое спасибо добровольцам, которые пришли извне и встали с нами рядом. И еще раз хочу вам пожелать здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, успехов в деле обеспечения обороноспособности нашего государства. Спасибо. أنوحي نامدن أطلق شر مينستري ساقة زرالا قفيك أروا عيرانا شك أميدالكوا أيلة برخرق شمتزيج كعانا نحط كونسيرت Кто мир с собой закрыл,